И неизменно она прекрасна. Экспозиция с таким названием открылась в Чувашском художественном музее. Это персональная выставка члена Союза художников России Геннадия Козлова. Итог его работы за последние годы. Мастер подготовил вернисаж к своему 55-летнему юбилею. Деревенские домики или сельское пастбище. Простые и незатейливые пейзажи у Геннадия Козлова полны любви к родине. Предыдущий творческий отчет был 5 лет назад. С тех пор накопилось больше 200 картин. Один из главных образов полотен – Волга. За ней автор каждый день наблюдает из окна своей мастерской. Самое любимое место – это место у окна моей мастерской. Вот я каждое утро приезжаю туда, и каждое утро я пишу этюд. И представляете, ведь каждое утро Волга разная. Она абсолютно разное состояние, разные облака другие. Волны по-разному щебечут и отражают свет по-разному. Так что она настолько многоликая и многогранная, что я ее не перестаю писать и восхищаться ею. Геннадия Козлова неспроста называют мастером лирического пейзажа. Он часто ездит к себе на родину в Янтиковский район. Цветущий сад, осенний лес и запорошенные снегом луга буквально оживают на его полотнах. Коллеги отмечают, художник передает красоту окружающего мира не только кистью, но и рифмованными строчками. Вы увидите, что это еще и поэт. То есть он чувствует и чувствует и еще раз чувствует. Для художника это очень важно. Каким бы он маститом ни был, если нет чувства, никогда не достигнет сердца зрителя. Геннадий Козлов много лет руководит Чувашским художественным музеем и преподает живопись студентам педагогического университета. Художник признается, несмотря на плотный график работы, у него всегда находится время для творчества. В поздних работах автора стали прослеживаться и мистические мотивы. Например, картины «Око дерева ивы» или «Кереметь». Ночью во сне мне приснилось древо Кереметь, место поклонения древней Чувашии, которое есть в нашей деревне. Потом нет, надо поехать на это место, на Керемет. И когда приехал, вышел из машины и увидел вот это дерево Керемет, которое я увидел во сне, я, честно говоря, перепугался не на шутку, потому что таких параллелей в моей жизни еще не было до этого. Как тут не поверишь в то, что, в общем-то, ты во сне не погружаешься в какие-то иные миры. К сокровенному миру живописца, запечатленному в полотнах, можно будет прикоснуться в течение всего сентября. Вероника Павлова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.